Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что ждет, что в жизни произойдет, что поменяется в следующие 7 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем вместе смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Ну, судя по пирамидке в основании, вы все правильно делаете. Вы на правильном пути. Ваш путь, он успешный путь. Либо ту стратегию в поведении, в отношении, которую вы выбрали для себя, это все увенчается для вас успехом. Все правильно вы делаете. Идите, не сворачивайте, ничего не бойтесь, вперед и только вперед. Пусть не сразу, пусть не за один день и не за два, да, но вы к своему успеху дойдете. То есть будет так, как вы хотите, так, как вы себе придумали, спланировали, себе пожелали. Пирамидка все-таки обещает вам успех, успех, достижения и, конечно же, говорит о том, что ваш путь, ваши идеи, они истинно правильные. Здесь у меня вышел мужчина с огромным мечом, противный, ревнивый мужчина. Женщины, девушки, готовьтесь к тому, что вас будут ревновать. И причем ревновать на протяжении всех 7 дней. Мужчина может вести себя абсолютно неадекватно, нервно, истерично, грубо, либо наоборот, молчаливо, будет отворачиваться, знаете, такой холодный, чужой, отстраненный. Опять же, это может быть ваш муж, ваш возлюбленный. Также это могут быть дети, которые ревнуют. Это могут быть братья, начальники, коллеги, мужчины. То есть идет какая-то постоянная ревность. Ревность по отношению к вам. Причина. Ну, какая причина у ревности? Человек считает, что ему недостаточно уделяют внимания. Либо человек боится вас потерять. Да? То есть кто вас будет ревновать в эту неделю, кто будет именно так относиться к вам, ну, знаете, что человек абсолютно неравнодушен к вам. Человек не может справиться со своими эмоциями. У кого-то отыграется, что человек прям прямую скажет, что да, я тебя ревную, да, мне не нравится, что ты делаешь то и это. А у кого-то отыграется, что человек будет до последнего молчать, но при этом вести себя абсолютно неадекватно. С одной стороны, ну да, приятного мало, но с другой стороны, будет забавно наблюдать за тем, как этот мужчина себя ведет. Так, еще с левой стороны какой-то неприятный сюрприз может быть от женщины. Женщина, может быть, хорошо вам знакома, либо наоборот мало знакома. Может быть, это ваша подруга, может быть, соседка, да, которую вы просто визуально знаете и больше ничего. Какой-то неприятный от нее сюрприз. Либо неприятность из-за ее каких-то действий. Не могу сказать специально, случайно. Здесь это не указано. Указано, что вы ее будете поминать, причем поминать в суе. Да? Говорить, ах ты, нехорошая ты женщина, да? Зачем же ты это сделала? У меня теперь из-за тебя там работа дополнительно, либо какие-то неприятности появились. Это не критично, просто это будет действительно неожиданно для вас. Так, какая-то дверь, в которую вы стучались, она начнет приоткрываться. Это еще не открытие двери, это всего лишь такую маленькую щелочку приоткроется. Смотрите, мои хорошие, возможно, вам нужна чья-то помощь. Возможно, вам следует обратиться к какому-то человеку, либо, может быть, даже в какую-то организацию для того, чтобы получить помощь. Да, вы можете сделать самостоятельно, но больше времени займет, да, больше усилий, больше времени. А если вы кого-то попросите, либо к кому-то обратитесь, до конца недели, то есть до конца этих 7 дней, вам удастся эту дверь прям полностью раскрыть для себя. Ну, дверью обычно показывают какие-то возможности, какие-то шансы, какие-то предложения. Так, кто у меня ищет работу? Здесь либо 2 варианта, либо 2 собеседования у вас будут. Может быть, даже уже 2 предложения. Сложный выбор идет.
сложный выбор, вот что выбрать, куда сходить. Если мы говорим о собеседованиях, то вы можете договориться, чтобы сходить и на одно, и на другое. Вы можете пообщаться, все разузнать, да, задавать те вопросы, которые вас интересуют. Если мы говорим уже о конкретных предложениях, что вас с одного места позвали, с другого места позвали, выбирайте то, что вам более приятно, либо то, что более выгодно. Да? Выгодно вот по финансам, выгодно по, например, дороге выгодно. Просчитайте, сколько вам эта дорога выходит и по времени, и по стоимости. Выбирайте то, что вам вот именно выгодно, да, вам идеально подходит. Так, еще для семейных мужчин и для семейных женщин. Ваш партнер в определенные дни будет как-то изобильно выражать свою любовь к вам. Человек, не знаю, скучает по вам, не хватает времени вместе, да, вашего внимания не хватает. Я вижу, что вы будете думать о другом, а вот партнер к вам потянется. Пожалуйста, не отвергайте человека, не отмахивайтесь от человека, объясните, да, объясните, скажите, ну вот устала я, да, там, думаю про работу, думаю про там какие-то другие вещи, ну вот не могу, сейчас не могу, да, объясняйте. Понимаете, если вы будете отталкивать, во-первых, вы будете делать больно человеку, а во-вторых, человек может даже себя чем-то другим развлекать, да, имейте это в виду. Я ничего тут такого плохого не вижу, да, просто как предупреждение, что человек от обиды, от одиночества может, например, там, в интернете начать с кем-то знакомиться. И тогда сугубо вина за это происшествие будет на вас. Потому что вы в свое время оттолкнули. Да, и не объяснили, а просто оттолкнули. А если вы скажете, что вот устала, там, ножки болят, голова болит, там, забегалась, человек, наоборот, даже будет предлагать вам помощь. Хочешь, я тебе помогу, там, посуду помою, еще что-нибудь сделаю. Поэтому, мои хорошие, научитесь проговаривать не только хорошее, но и плохое. Так, а здесь у меня какие-то, я не знаю, заказчики, клиенты очень недовольные, руками машут в вашу сторону. Кто-то будет недоволен, либо кто-то. Знаете, очень похоже на саботаж. Если вы работаете в коллективе, либо вы работаете, ну, как с напарником, с напарницей, могут на вас наговорить гадости. Либо человек может свою вину, да, человек, например, брак сделал, либо что-то плохо сделал, перекинуть на вас, сказать: не, это не я, это моя напарница. Либо это не я, а вот та женщина из моей команды. Такие моменты могут быть. Вы не спешите ругаться, вы этих людей по возможности успокойте и начинайте разбираться, откуда растут ноги у этих претензий в вашу сторону. Будете очень удивлены. Возможно, это не первая ситуация, да, не первый раз на вас вину перекидывают. Главное, что вы узнаете. Узнаете, что есть такие вредоносные коллеги, либо ваш напарник, напарница, в вашу сторону злословит, да, и перекидывает свои косяки на вас. Так, какое-то письмо женщина получит. Письмо личного характера. Любовная переписка, либо письмо от близкого человека, любимого человека, которого сейчас нет рядом. Письмо, скорее всего, электронное, но я не удивлюсь, если вы получите действительно вот такое бумажное письмо в конверте. Письмо очень трогательное, письмо будет очень эмоциональное. Скажу честно, на вас как-то очень повлияет. Вы несколько дней вот прям с этим письмом будете ходить, постоянно думать будете о том, что написано в этом письме. Мои хорошие, ну, это жизнь, и в жизни все бывает. Главное, что человек вам пишет, главное, что человек о вас думает, так же, как и вы думаете об этом человеке. Что бы там ни было написано, знайте, что с этим человеком вы все равно в будущем встретитесь. Знаете, что у вас как продолжение будет с этим человеком, будь то по дружбе, будь то по любви, все будет хорошо. Да? Это какие-то временные обстоятельства. Так, здесь у меня женщина отбивается от какого-то мужчины. Ой, девочки, кто-то будет к вам приставать с неприличными предложениями, либо приставать, может быть, даже с какими-то рабочими предложениями. Почему-то вы прям отбиваетесь, вы не хотите, может, человек вам не нравится, предложение, в принципе, неприемлемое для вас, но человек очень настойчивый. И знаете, тут такая вещь показана, что чем больше вы отказываете, тем больше вы распаляете этого человека. Да, ну вы же можете и согласиться, сказать: да, конечно,
там, пойдем на свидание, но завтра, да, сегодня не могу, надо себя в порядок привести, а вот завтра пойдем. Тем самым вы сможете отбиться от этого человека. Если предлагают, например, по работе что-то, соглашайтесь, скажите, окей, подпишем там договор, контракт, но не сегодня, а, например, завтра. Да, потому что человек какой-то, не знаю, то ли выпивший, то ли нервный. Вот вы ему говорите нет, а он прям начинает лезть, настаивать все больше и больше. Значит, соглашайтесь, а потом вы всегда успеете передумать, отказаться. Так, здесь вам кто-то протянет руку помощи, причем не пустую. Скорее всего, вам помогут денежкой. Денежка, какие-то, может быть, вещи будут передавать, что-то нужное вам будут давать. Да? Но у большинства отыграется, что вам деньги нужны, поэтому вам руку помощи деньгами протянут. Это хороший человек, это кто-то из знакомых, это может быть родственник, это может быть друг, соседка, может быть, да, коллега. То есть вас никто в беде не оставит. Либо люди знают о том, что вам нужна помощь, да, кто-то прям сам придет, предложит, скажет, вот у меня там лишнее есть, хочу тебе помочь, хочу с тобой поделиться. Это будет очень-очень приятно. И, кстати, вовремя вам помогут. Так, здесь несколько дорог. И вы будете выбирать, куда вам пойти, куда вам поехать. Возможно, это несколько предложений, приглашений одновременно. Да, вы получаете одновременно на один и тот же день. Либо в пределах одного и того же дня. Вы будете думать, о, я и туда, и сюда не успею, значит, нужно что-то выбирать. Очень нелегкое решение, даже будут такие мысли, что ой, никуда не пойду, я нигде не успеваю. Я не могу отказать этим, но принять у этих. Они там друг друга знают, потом там будут ссориться с друг другом, там, на меня еще обидятся. Значит, мои хорошие, если есть возможность собрать всех у себя, собирайте всех у себя. Если такой возможности нет, все равно принимайте какое-то предложение. Старайтесь передоговариваться. Ну, например, да, сказать, что ой, извини, так и так, меня уже пригласили, я приняла приглашение, поэтому я не могу отказаться, давай я к тебе приеду там, на день позже, либо на несколько дней позже. Не сидите дома, вам вообще дома сидеть противопоказано. У вас, когда вы выходите в люди, когда вы просто выходите на улицу, у вас энергетика прокачивается и меняется в лучшую сторону, кстати, в лучшую. Когда дома сидите, такое впечатление, что вы начинаете плесенью покрываться, мхом и плесенью. Такое какое-то тяжелое состояние. Вы что-то делаете, вы, возможно, не знаю, там, смотрите телевизор, да, какие-то новости дурацкие смотрите, начинаете там грустить, бояться, переживать. И у вас по здоровью, как депрессия находит, либо какие-то боли начинаются. А когда вы выходите из дома, когда вы идете, встречаетесь там со знакомыми, с родственниками, вы отвлекаетесь, вы энергетику свою прокачиваете. Если у вас есть возможность, пригласите гостей к себе. Пусть это будет маленькое скромное чаепитие, но вы посидите, душевно поговорите. Живое общение, да, оно лечит, оно помогает. Так, вас кто-то будет катать на машине, на каком-то транспортном средстве даже. Может, это и не машина, может, это мотоцикл или велосипед. Кто-то будет кататься именно на транспортном средстве. Неожиданно для себя вас человек будет, я не знаю, отвозить, подвозить, ну, предлагать вот, транспорт вам. А вы почему-то то ли стесняетесь, то ли переживаете. Вы знаете, махните вы рукой на свои переживания, с комфортом доедете. И человечек такой интересный идет. Он не только может, например, вас подвезти и отвезти, он еще что-то может для вас сделать. Вот в процессе езды вы с этим человеком можете поговорить о своих проблемах. Человек вам, может, и подскажет, а может, и поможет, да, может, сам для вас что-то сделает. Это как шанс, это как возможность идет. Так, а какая-то женщина, подруга, наверное, либо родственница, либо подруга. У нее в руках иголка. Скорее всего, будет пытаться вас подколоть, либо вспомнит вам какие-то прошлые обиды. И вы будете неприятно удивлены. Ведь вы считаете, что вы подруги, вы считаете, что вы родственники, да, и не может быть между вами таких обид. А она прям так в сердцах и скажет, что вот так и так, а ты помнишь, как ты мне тогда сказала, или там, что ты для меня сделала. Вот это будет неприятно. Мои хорошие, ругаться не стоит, но правильные выводы относительно этой женщины делать нужно обязательно. Так, на работе. На работе, в принципе, у вас все как обычно.
с переменным успехом. Будут дни хорошие, будут дни тяжелые, будут дни, когда будете сидеть, как говорится, в потолок поливать, да, заняться нечем будет. Но работа есть, работа продолжается. Вы на работе не стесняйтесь проявлять активность. Вот вам прям такой совет идет, да, проявлять активность, желательно перед начальником. Вот. Вас либо кто-то пытается затмить на работе, либо про вас специально начальнику какие-то гадости говорят, да, чтобы он случайно вам там не поднял зарплату, либо не повысил вас по должности. Видите своего начальника, начинайте активно что-то делать. Вот. Пусть посмотрят, что вы нормальный, адекватный сотрудник, что вы молодец. И меньше будет прислушиваться к тем врунам, которые его окружают, либо ее окружают. Здесь важно себя вот именно проявить. Смотрите, лошадь с тонкой шеей и петушок. То есть вам нужно показать, что вы хороший сотрудник, что вы человек, который знает, что делает, человек, который умеет работать. И вот прям, чтобы он это все увидел, чтобы не думал, что вы такая, ну, как про вас говорят плохие люди. Да? Так, и еще будет очень много неожиданных новостей. Очень неожиданных, таких резких, дерзких и неоднозначных. Будет происходить то, чего никто, например, не ждет, не ждал. Либо то, что разрывает шаблоны. Проблема в том, что эти новости будут приходить либо с каким-то опозданием, да, либо с какими-то урывочными сведениями, да, эти кусочками, крошечками будут сыпать эти новости. Мои хорошие, тут ничего не поделаешь. Тут нужно просто занять свое место в зрительном ряду и дождаться, пока ситуация разрешится. Реагировать как-то на эти новости, не зная до конца, что они в себе несут, не стоит. Да, я вижу, у кого-то будет желание быстро среагировать, какое-то действие совершить. Но воздержитесь. Пока ситуация будет вот такой, знаете, плавающей, нечеткой, ничего не делайте. И своим близким тоже скажите, чтобы ничего не делали. Когда появятся конкретные контуры, вот тогда будете принимать решение, тогда будете что-то делать. Ну, соответственно, реагировать на то, как оно есть. А до этого не стоит. Там будут какие-то паникеры, может быть, среди ваших родственников паникеры, может быть, среди знакомых паникеры. Пусть паникуют, сколько им влезет. Это их жизнь, это их судьба. Они сами себе там, да, хозяева. А вы, пожалуйста, займите позицию наблюдателя, дождитесь, пока ситуация разрешится. Я вижу здесь две волны. Одна прям совсем такая волна идет новостей, очень крупная, яркая и напрягающая, будем говорить прямо. А вот вторая волна, она наоборот сглаживающая, то есть поясняющая, объясняющая, это уже как бы конечная ситуация. Да? Вы понимаете, что произошло. Вот важно дождаться именно этой второй волны. Она, кстати, придет под выходные, то есть это пятница, суббота. Пятница – день с утра и до ночи, и суббота – это утром, да, когда уже все станет понятно, все устаканится. Так, и еще какая-то ваша мечта, какая-то ваша хотелка, но мелкая такая, знаете, мелкокалиберная, она у вас исполнится. Либо кто-то вам ее исполнит. Случайно, либо специально, это уже другое дело. Но я вижу, что вы довольны. Вот под конец недели вы довольны будете. И новости эти рассосутся, переживания уйдут. Вы наконец-то сможете продохнуть, выдохнуть, прийти в себя. И тут вот такой маленький подарочек судьбы. Очень приятно будет. Очень приятно и очень-очень радостно. Так, и еще, это не для всех, а для кого-то персонально. Кто-то будет посещать храм, либо вы себе спланировали, да, что вы пойдете посещать храм. Возможно, вы были, например, в это воскресенье, да, и хотите пойти в следующее воскресенье. Вам будут мешать. Мешать могут как конкретно люди, так и могут быть всякие случайные негативные обстоятельства. Ну, например, вы садитесь в транспорт, транспорт ломается. Вы выходите из дома, там, например, вы не можете закрыть дверь. Вы, ну, допустим, идете, да, что-то происходит. Вам будут мешать. Это знаки того, что вы все делаете правильно. Знаки того, что нужно пересилить эти все помехи и до храма таки дойти. То, чем вы занимаетесь, либо то, о чем вы просите, то, что вы делаете, это истина, это правильно, и на это будет позитивный ответ свыше.
Да, не дайте вот темным силам вас остановить. Через людей, либо через какие-то обстоятельства это будут действовать темные силы. Так, мои хорошие, берегите себя. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.